Сейчас мне всего лишь годик. И я приболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. И вижу, как плачет мама. Ее так легко обидеть. Я буду здоровым самым, чтоб слезы ее не видеть. Я большинство стихотворений читаю именно трогательные, которые вот прям за душу прям берутся. Но они меня саму цепляют, и я хочу эти эмоции передать другим людям. Анастасия Майорова, 17 лет. Увлечение – ораторское искусство, декламирование стихов, блогинг. Диагноз – кривошея. Девиз – чтобы кто ни говорил, не сдавайся. У нее ортопедически кривошея, и, то есть там идет вот осложнение, и чем опасен ее диагноз, тем, что чем старше она становится, чем больше гормонов у нее будет вырабатываться и быстрее, то может быть такое вот неправильное соотношение роста и воздействие на жизненно важные органы. Диагноз у меня кривошея, но это в позвоночнике не хватает одной косточки. Мы думали сделать операцию, но посоветовались с хирургами, и нам сказали, что операция может быть очень сложной, и поэтому я такая подумала, зачем мне это, мне и так хорошо живется, мне это никак не мешает, я чувствую себя полноценно, если бы меня что-то тревожило, да, это другой разговор. О матери и жены тех ребят, чьи жизни унесли войны рассветы, пред вами на коленях вся земля, пред вами на коленях вся планета. Я к фразе «человек с ограниченными возможностями» отношусь очень хорошо. Это не то, что ты там как-то тебя оскорбляет, как-то унижает себя, нет. Это просто фраза: с ограниченными возможностями можно жить, можно покорять большие высоты, можно выступать на разных сценах, можно достичь просто грандиозных вершин. И просто это какой-то даже, вот для меня это какой-то даже такой, изюминка такая моя. Я выросла, мне 15. Гулять не пускают снова, а мне-то пора влюбляться. Но мама со мной сурова. И вижу, как плачет мама, увидев мой блог в инете. Я буду культурным самым, чтоб слезы не видеть эти. Настя читает стихи. Мне очень нравится, как она читает стихи. Несмотря на то, что какие они сами по себе, военные, про любовь, она читает их по-своему, она не смотрит на то, как читают другие. Рассказывает такие стихи, которые больше грустные, и она рассказывает их со всей душой, и это прям чувствуется, когда слушаешь. С лесами темными, за горой высокой, за водой глубокой. Как туда добраться? Людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я тебя найду. Я выступаю на сцене с 8 лет. Вообще, как я начала выступать на сцене, это было спонтанно и вообще неожиданно ни для кого. Мне просто позвали на какое-то мероприятие для пожилых людей. Просто со случайным стихом ходит наша бабушка, и я выступила там первый раз. Мой руководитель Марьяна Григорьевна увидела, что все, кто там был, просто рыдали от моих стихотворений, и поэтому мы решили попробовать на конкурсе «Созвездие талантов» в 9 лет. И я там заняла призовое место, и в этом конкурсе участвую на протяжении 7 лет. В двух своих неудачных дней никогда на них не срывайтесь, не сердитесь на них всерьез, даже если они признались. Настя очень талантливая девочка. Она
не только читает стихи, она очень творчески относится вообще к любому делу, за которое берется. Когда приходит Настя к нам на заезд, значит, в конце каждого заезда у нас бывают отчетные концерты. Значит, этот отчетный концерт будет блестящий, яркий, такой вдохновленный, вдохновляющий. Даже те дети, которые, может быть, от страха не заходят в актовый зал, благодаря усилиям специалистов и Настя как-то умудряется их уговорить. Что, Настюш, давно не виделись мы с тобой уже, да? Давай-ка мы тебе измерим давление, посмотрим, как у тебя состояние. Вот такая у нас красивая прямо, да? Расслабь руку, не волнуйся. Все хорошо. Ну что, рассказывай. Как учеба у тебя? Учеба хорошо. Учеба хорошо? Да, сейчас на права сдаю. Сейчас на права уже учишься? Да. Вот ты молодец какая, везде успеваешь, да? Хожу в реабилитационный центр уже с 2 лет, каждый год. И там безумные люди, которые просто всей душой вот так вот к тебе просто открываются, и они безумно добрые. Я считаю, что в реабилитационный центр нужно ходить для укрепления своего здоровья, это в первую очередь, для поддержки своего тела, ЛФК, а во-вторых, это найти новых знакомых, найти новых друзей, и быть в коллективе, это очень классно. До 30 можно. Вот, все, ты поехала. На первой скорости до 30. Я еду. Круто. Я завтра иду на права сдавать. Вот ты сначала здесь дай. Ой, сорян. Давай снова. Настя особенная девочка, она из особой семьи, она появилась в уникальной семье, где мама колясочница и папа благодаря характеру, стойкости, твердости не на коляске, а научился ходить. Вот какой надо. Вот этот вот 14-й. 14. Да. Скоро вы закончите. Да, надеюсь. Другое покупать надо. А Вот. у тебя какой цвет? Тоже 14-й. Какой надо? Ну, Ну, все ладно. 20. У моих мамы с папой тоже есть особенности, они тоже люди с ограниченными возможностями, диагноз ДЦП, но это им никак не мешает жить, они также чувствуют себя полноценно, также чувствуют себя людьми. Мои родители также общаются с друзьями, также ездят в разные поездки, города. Мы были в очень много городов, много мест посетили вместе, и мы чувствуем себя так же полноценны, как и другие люди. Моя семья — это просто... Я не видела ни одну семью такую же, похожую на нас. Мы безумно любим друг друга, поддерживаем друг друга в любых ситуациях. И у меня в жизни не было такого, как вот у многих других детей, тебе что-то запрещают. Мне папа такой: вот что будет, если ты так сделаешь, делай сама, это твой выбор, сама решай. У меня всегда был выбор, и они безумно классные. Успехи девочки – это в первую очередь заслуга родителей. Мы горды, я много раз буду говорить слово «горды», потому что мы действительно гордимся этой семьей. Особенно папа Сергей, как мы его с любовью называем, помогает нам, сотрудничает с нами. Он активный участник школы матерей. Тот видеоархив, который мы начали собирать в нашем центре, это во многом заслуга папы Насти, потому что он наш первый видеооператор, за что мы ему, конечно, говорим огромное спасибо. Девочки 3. Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа умеет и знает вообще все на свете. Папа умеет бывать сердитым и грубым.
Настя по жизни самый позитивный человек, которого я знаю. Всегда поддерживает в трудную минуту, она никогда не оставит. Несмотря на свои дела, какие у нее там будут проблемы или дела, она всегда поддержит, она всегда придет на помощь. Мы познакомились с ней на учебе, мы учимся с ней вместе. Учусь я в Нефтекамском педагогическом колледже на 2-м курсе. Специальность моя — учитель начальных классов. Я очень хочу в будущем быть учителем начальных классов, так как я очень люблю детей, дети меня обожают. В руке его мягкую лапку сожмешь. Зачем? Сожмешь. Нажмешь. В руке его мягкую лапку сожмешь. И это правильно? Нет, признаки совсем ерунда. Любовь — это если к нему подойдешь, к руке его мягкую лапку сожмешь. Тут вот уже видишь, там прям совсем правильно, ты прям повышаешь голос, вот ровно настолько, насколько надо. Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя уверенной, я чувствую, что людям я интересна, что они хотят на меня смотреть, что они мной мотивируются, вдохновляются, и что я приношу какую-то радость или грусть в своих стихотворениях и доношу это до людей. Она свои барьеры сломала, и уже давно, и своим вот этим вот каким-то вот участием человеческим, да, вот своим характером. У нее сильный характер. У нее такой вот характер бойца. Она не сломается, допустим, какой-то неудачей своей. Она показала всем, что она барьеры сломала, и все могут это сделать. И мне кажется, что вот как раз-таки образ жизни и поведение Насти и ее семьи, это как раз-таки говорит о том, что не нужно бояться этих барьеров. Мне 40. Жена и дети. А в сердце надежда тлеет, и солнце так тускло светит. Ведь мама моя болеет. Я плачу, шепчет мама, увидев слезу мужскую. Я буду здоровой самой, ведь вами, сынок, дышу я. Я хочу посоветовать тем детям, тем ребятам, у которых есть какие-то там заболевания, какие-то особенности, просто никогда не сдавайтесь. Все мы проходим через такой этап, то что вот нам в школе кто-то сказал, вот ты такая, такая, такая. Нужно себя принять, пока ты себя сам не полюбишь, тебя никто не полюбит. И эту фразу я просто осознала и поняла на собственном опыте, когда я ходила вся такая, вот, мне это не нравится, это не нравится. Сам себя настраиваешь этими всеми фразами, сам себе внушаешь это, но принять себя нужно и просто ходите в зеркало и говорите, блин, какой я классный. И это все люди тебя полюбят.